Выкрутил свечку с GS-ки. Смотрим. Вот. Свеча у нас, фокусируйся, оригинальная. Вот присутствует 3 точки. Это значит, что с завода никто не менял. Прошла она уже больше 160 тысяч получается. Вот. По зазору даже на глаз видно, что очень большой. Вот. Сейчас посмотрим, промерим вот этой штукой. Ну, зазор 45, почти 48-49, где-то вот так. Должен 40 быть инчей. Так что свечки под замену. Кольт, клапан, ЕГР забитый. Вон, подержи-ка, так, поснимай. Сейчас тёрточку поковыряю. Вон, да, смотри. Вот, смотри сколько копоти. Вот. Гарчик. Жесткая. Здесь тоже, видишь, по колечку. Ну все, сейчас химия чуть-чуть его. Этим как его, карп клинером поможет, и все нормально будет. Вот контакты мы залезли вовремя. Контакты очень грязные. Вот эти черные уже стали. Вот, окисление пошли. Та сторона такая же. Батарейку никто никогда не лазил, это 100%. Датчики стоят по своим местам, мы чуть-чуть их переставим на 3-ю позицию. И здесь тоже на 3-ю. И проверим емкость батарейки. Посмотрим, что это у нас за батарея, с какой она емкостью. Здесь тоже вот окислы очень сильные. Вот они. ЕГР почистим сейчас. В машину никто никогда не лазил, батарейка снималась первый раз. Вообще первый раз. Кулер грязный, вон пыли сколько много, тоже сейчас будем чистить его. Ну и там тоже пыли много в батарее по-любому. ЕГР уже клапан. Что, да, это херня, это сейчас мы этим иголочкой. Не, она даже не оттирается. Не, вот так. Все. Смотрим, что там у нас. Жека будет выдувать кулер. Посмотрим, как он будет. Ну, пыль у него так-то есть хорошая. Не сказать, что совсем много, да. В принципе, не сильно пыльный, но сзади есть. Машинку хорошо ухаживали за собой. Да, за так-то ухаживал. Либо она просто в хорошем месте стояла просто и не ездила. Ну да. Очень мало ездила, походу. Все, разбил. Кулер чистый, вообще жестко. Идеал. Чистили ЕГРчик. Все чистенько теперь. Здесь тоже. Слева, справа, без разницы. Шток тоже чистый. Все, втыкаем. Тоже все чистенько, но. Что там у нас бросили? Вообще нормально. Как с завода. Да. Коллектор чистый. Прокладочку новую поставили. Вот. Все. Вон бортик какой мощный. Все, сейчас все соберем. Холодильник чистый. Идеально чистый. Трубочка новенькая. Чистенькая. Тоже все чистенькое. Втыкаем. Ставил батареечку от GS на проверку. Сейчас будем делать полную диагностику батареи.
понимать, какой она у нас процентности. Ну и смотреть, что можно, перетусовочку какую-то может сделать. Посмотрим. Так, тачка вообще бомба, конечно. Машина, в которую никто никогда не лазил. ДТП она явно не была, тоже видно, что прям четенько. Если даже и была она в ДТП, но в каком-то таком мелком-мелком. Потому что все зазоры соответствуют четко вообще. Вообще классная машина. Здесь тоже Макс сейчас откручивал клапан ИГР, а на болте какая-то даже специфическая заводская смазка белая была, да? Никогда клапан ИГР никто никогда не снимал, да? Вот это вот с завода. Японцы так обычно делают. Чтоб не ржавело, Ну что да, ли? ну чтоб типа не закисало. Не закисало. Вот так. Такая вот тачка. Салон тоже бомба. Все в идеале. Никаких прокуров. Никаких шарпаностей. Ничего нету. Сидушки от GS Sport. Даже значок есть. Вот. Ой. Кнопочка GS Sport. Вот она. Вот это вот все в карбончике. Хозяин любит свою тачку, конечно. Ухаживает. Это хорошо. Да, погода у нас зима пришла конкретно. Красота, снежок. Все лето мы разбирали приусы. Вот, лето кончилось. Сейчас зима. Такие вот деревья у меня тут растут красивые. Буду ставить вот такие чистые контактики все. Как новенькие. Все отмылось. Печку проверили. Она у нас вся 80% получилась. Вот отработали свою. Вот эти приборчики отработали всю ночь. Здесь сейчас идет заряд на этом анализаторе. Будем заливать 1000 и ставить на машину. Вот так вот. В общем-то, такая вот у нас работа. Батарейка вся ровная, в принципе. Сейчас покажу емкостя. Смотрим. Разбег всего 17. Уменьшается. Сейчас еще будем заливать 500. Все, обучается. GS на холостом ходу. Так вот. Все работает, все нормально. Сейчас будем менять тормозную жидкость в бачке. Тормозуха уже желтая. Вот такого цвета соломенного. Будем его менять. Вот смотрим показания. Вот ИГР уже 2.0 показывает. Еще отпустится сейчас заслоночка 15.2. Сейчас обучится и еще будет, упадет, наверное. Посмотрим. Антифриз надо, чтобы нагрелся. Коррекции топливные по нолям стали. Тоже хорошо очень. Вот, что короткое, что длинное. Ноли показывает. Это значит, топливная смесь в норме, в полной. У нее все равномерно. Вот. Это хорошо. Так, готовимся к замене тормозной жидкости с машины. Подготовили, у нас вот такое вот оборудование есть. Там включай его. Не, вот здесь. Подаем воздух. Че, выкачиваем с бачка. Давай. Нажимай. Старую жидкость всю выкачиваем. А там некуда. Идет, да? Но. Это мне кажется, похоже. Да, там ничего нет.
уже почти все выкачал. Будем заливать свежую жидкость. Жидкость будем использовать вот такую TCL DOT 4. Максон, поснимай. Заливаем TCL. Сейчас сначала зальем, потом немножко промоем и опять его отсюда выэтуем, чтобы он всю эту грязь оттуда еще остаточную выэтовал. Вычищал. Вычищал, да. Начнем с задней левой. Да. Так же, как на везеле делаем. Ага. Блин, жалко, третьего человека нету. Подливал бы кто. Ничего страшного, бегать буду. Потихонечку мы сделаем. Подливать будем постоянно. Так. В принципе, что, все тогда? Все, поехали. Сейчас вот домкратим все. Максим откручивает. Что, берет? Гайковерт? Да, взял. Нормально, да? Один не хотел. И он еще, знаешь, что говорит? У него что-то шум какой-то из колес. Свиристит что-то, как будто он говорил вчера. Свистит? Ну, свиристит, как бы чик-чик-чик, что-то шуршит. Колеса пусть почистит. Мне кажется, они у него, во-первых, грязные, но дисбаланс идет. Смотри, Ну, вот это все балансировка. Да. Надо колеса хорошо отмывать, да. Она же меняется же. Ну, и уже здесь сейчас посмотрим. Колодки могут еще шуметь, но колодки, в принципе, накладки у него хорошие стоят. Вообще прям хорошие. Видно остаток. Вот эти еще бывает свиристят. Здесь все в порядке, в принципе, должно быть. Угу. Ну все, что, погнали. Шланчик бери. Вот, ребята, что хочу сказать про жидкость тормозную. Почему-то все игнорируют ее менять. Все прям вообще приезжают с черной жидкостью. Такое ощущение, что как будто бы ее обслуживать не надо. Все думают так. На самом деле это неправда. Почему? Потому что блок АБС вы просто убиваете свой. Потом вы покупаете контрактные блоки АБС. Загорается там буквально 3 ошибки. Гидробустер начинает постоянно подкачку делать. Постоянно это происходит. То есть постоянно, если такие издает машина, как постоянную подкачку именно блоком АБС жидкости, это значит уже что-то с ним не так. Вот. В принципе, мы сейчас что делаем? Прокачиваем тормозную жидкость. Она у нас уже сейчас идеально такая, идеально чистая, как слеза, можно сказать. Чистенькая. И сейчас мы ее прокачаем. Новая жидкость. Вот надо, чтобы прокачку сделать. Бывает уходит литр, бывает 2. Но в нашем случае уже литр почти улетел. Сейчас еще нам 2 колеса прокачивать надо будет. Смысл какой в прокачке тормозов? Это заливается новая жидкость, выкачивается старая из бачка, заливается свежая. И по системе надо ее прогнать полностью, по магистралям. Спускается полностью жидкость со всех цилиндров, все, что там есть, а там много. Там буквально грамм, ну, по 50 миллиграмм там точно есть, наверное, если не больше. Ну и в принципе все, так мы ее обновляем, эту жидкость. Сначала задние контура, потом передние, получается. Вот так вот это происходит. И таким образом сейчас эта GS будет еще 2 года спокойно ездить, у нее с тормозами проблем никаких не будет. Поэтому приезжайте к нам на прокачку тормозов. Жидкость можете привезти в принципе свою, но надо, чтобы была обязательно DOT 4, никакой DOT 5 нельзя покупать. В эти блоки ABS DOT 5 не заливается. Вот как бы это так происходит. Поэтому приезжайте, будем обновлять вам тормозуху. Меняем антифризы, меняем все масла. То есть тачки мы обслуживаем от и до.
В принципе, мы все, что связано с гибридами, это Honda, Toyota, мы уже научились буквально всему. Единственное, что за сложные ремонты мы практически, ну, как бы редко беремся. За что-то беремся, за что-то нет. Вот недавно уехал от нас Wildfire, поменяли ему блок инвертора. Это уже считается сложный ремонт, более-менее перекидка инвертора. Также помпы делаем, меняем помпы. Если у кого-то проблемы будут с помпами, с крыльчатки у меня есть в наличии, свечки есть, зажигание. Что еще? Можно прочистку форсунок сделать на приусах, это не проблема вообще. То есть есть у нас средство, которое моет нормально форсунки приуса. Именно на ходу. Заливается топливная смесь в бак бензина, ну то есть специальная присадка, и он отмывает. На Хондах это делать проблематичней. Поэтому на Хонды у нас есть форсунки, комплекты, фильтра имеются у нас, масла кое-какие есть, ну что-то уже кончается, как бы так. Батареечки тоже, вот все комплексы у нас имеются по обслуживанию. Выявляем емкостя, это у нас второй тестер, ну то есть этот анализатор. То есть все оборудование у нас есть. Приезжайте, обращайтесь. Ну, как бы, конечно, есть у нас как бы свои как бы нюансы. То, что мы не можем иногда всех принять прям, потому что гараж у нас сейчас один. Ну, я думаю, записываться надо, ждать очередь все равно. Сейчас вот GS уедет у нас, и будем другую машину какую-нибудь загонять на плановое. В принципе, как бы приезжайте, записывайтесь. Так что вот такие дела, ребята. Подписывайтесь на наш YouTube канал. Гибрид Центр Якутск тоже работаем. Эндоскопом GS-ку. Сейчас будем смотреть архивные файлы. А вот первый файл. Вот он, окей. Ну, тут, видишь, поршня вверху стоят. Угу. Действительно. Ну да. Ну там нагара нету. Нагара нету никакого вообще. Вон, видишь, чистенькие поршня. Чуть-чуть, Ну, да. там что-то есть, там малеху. Хрень вообще полная. Сейчас во второй цилиндр зайду. Там нормально уже видно все. Вот. Второй цилиндр. Зонд. О, видишь? О, тут нагарчик, видишь, уже чуть-чуть есть. По бокам, видишь? Ну, ханинговка у Ну-ка. него нормальная. Honor. Так что-то я там видел. Вроде. О, видишь? Ага. Вон, видишь, хон видно. Видишь, Ну да, насечки да, есть, вижу, нормальные вполне. А Четкие. вот это что за Это задир маленько, что ли? трясинка какая-то, как будто. Задир, ага. Это фигня. Такого-то сильного там ничего не вижу. Ну, чуть нагарчик есть, ага. Можно, Ну, это можно чуть-чуть его убрать пеночкой там. Раскоксовочка. Да, чуть-чуть, для профилактики. Тут Не же, боятся этого? Что то есть, не, Prius 30 вообще не боится. Вон, видишь, тоже чуть-чуть, видишь, нагарчик на поршневой есть. Ну, это фигня. А ханинговка, смотри, какая О, четкая. это хорошая, да. Ну, хорошая. Не Ну, слизана. по бокам Ну, чуть-чуть, тут что-то видишь? есть немножко, конечно. Ну, Но это вот из-за этой грязи всякой херни. да. Нагара А этого. это вот, между прочим, вся... О, нифига у него там Honor-то какой хороший. Хон. Ну, Ну. фук-фук. Ханинговка есть, ага. Ну Вообще толстая, вот ёпть. клапанишки там я сейчас подыму, посмотрю тоже. Вон клапана, смотри, Нормально? не текут, ничего. Ну. Ну, немного нагар есть и все. Ну, это фигня. Так, что еще там? Четвертый цилиндр. Ну, он тоже такой же, он высоко стоял, поэтому его сильно не посмотришь. Он тоже Ну, не... это ж гиф надо было тебе крутить Да, это. ну, стартером Ну. А, стартером. немножко крутануть, ну. Короче, нормас вообще, двигатель хороший.
шоссе машины, обгоняя все. Моя Тойота словно птица. Неужели ты моя? Сажусь за руль и счастлив я, а может мне все